Звук есть нормально, ребят? У вас нет звука? Раз. Один-два раз. Это. Раз. Раз, два, три. Нет ничего. Ни на основном, нигде ничего нет, что ли? Может, кормуху другую, Марсель, быстренько. Да, напрямую у тебя, посмотри. Есть? Нету? Значит, сама железка.
16. Сразу не будет, как в Москве воткнулся, там секунд 10 или на инициализацию, по-моему, нужно было. 20, 30, 40. Нету, да? Вот, собственно. Я буду стараться громче говорить, может быть, хотя бы так мы выйдем из ситуации. Пойдет? Давайте микрофоны тогда накидаем сюда, коллеги. Гуль, найдешь мне кого-нибудь тогда из тех, кто присутствует на места после брифинга переговорить? Можете вот сюда вот наставить как-нибудь? Попробуем. Давайте побольше, побольше. Вот сюда. 7 места хватит. Вот сюда поставьте. Хорошо. Сейчас я попробую. Нет, ты что, сейчас упадет, еще сломает, что у тебя Все, коллеги, готовы? То здесь будет еще одно мероприятие, тоже не менее важное, чтобы нам уложиться в наш тайм. Устраивает вас звук? А телеки проверьте, вот я буду сейчас. Слишком много техники сконцентрировано в одном месте, я так понимаю. А микрофон? Все, слышно меня, да? Давайте начнем уже. Добрый день, коллеги. У нас в эти минуты Рустам Нургалевич принимает участие в совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и комиссии, которую, собственно, Рустам Нургалевич возглавляет по управлению строительства и жилищно-коммунальное хозяйство «Городская среда». На совместном заседании, которое идет в эти минуты, обсуждают стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 30 года с прогнозом на период до 35 года. Ну, в Татарстане, как вы знаете, ввод жилья является одним из показателей социально-экономического развития. Республика традиционно занимает лидирующие позиции по объему вводимого жилья. Вот только по итогам прошлого года, 2021, введено чуть более 3 миллионов квадратных метров. Собственно, по этому показателю мы оказались по итогу прошлого года на первом месте. Ну и согласно национальному проекту, до 30 года в республике планируется построить до 28 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день в республике работает порядка 80 застройщиков, чуть больше, и которые ведут строительство 160.
Şey. Hay.
Может, этот ряд с крышкой? Да, лучше там будет узкий проход, чем тут. Если крышку не успеешь... Даже смотри, церемония награждения. Вот он вышел. И вот он должен, команда к нему выходит, он должен вручать, а здесь уже ноги. Может быть, смотрите, мое предложение. Не все стулья. Давай назад утаскиваем этот ряд. Этот ряд, да, мне кажется, Назад, можно. Иначе конечно. тут просто Середину, негде. середину только убрать. 3 стула первых. Смотри, здесь этот ряд просто перекрыть. Правильнее будет. Ну, Потому что иначе тут будет очень ну да, это невероятная каша такая получится. Этот ряд назад. Назад.
Dear ladies and gentlemen, we invite you into the press conference room of the Open International Competition for the Development of the Concept of the Development of the Kamal Theatre. Dear press, we all invite you to enter to the room. Sizni borig'izda zalga chaqiramiz. Please take the first rows, leaving the last rows for our architectural participants. Ortqa ratlarni zinhor uchun arxitektura ustalari konkursning qatnashuvchilari uchun qoldirg'iz. Dear ladies and gentlemen, please come into the press conference room of the Open International Contest. The development of architectural concept of Kamal starts in several minutes. Please pay attention to the fact that the seats in the beginning Dear architects, please, the last rows are at your disposal, and ask journalists. Jurnalistlar olg'a o'tiribmiz. Dear ladies and gentlemen, English and Tata. For those of you who need simultaneous translation, there is an equipment on your seats for simultaneous translation where you have to choose the proper channel. If you would like to listen to the press conference in Russian, it's channel 1. English, channel 2. İngilizce ikinci kanal, Tatarca üçüncü kanal. We have a simultaneous
Сенмесис мин Рамиль Вазиев, мин Халескар Камал Синдага Тотар Давлет Академия театрының актері, шуңа күрә дә әлеге чараны алып бару минем өчен аеруча дулкынландыргыч. Бүгенге матбугат конференциясе бик мөһим посвящена очень важному событию. Театр Камала получит новое здание, и на архитектурную концепцию этого здания был объявлен конкурс. Сегодня мы объявим победителя этого конкурса. Пресс-конференция транслируется в прямом эфире на 3 языках. Мы готовы принимать ваши вопросы на протяжении всей конференции. Оставляйте свои комментарии на татарском, русском и английском языках. Дорогие друзья, сегодня наша пресс-конференция посвящена знаменательному событию, объявлению победителя открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала. Прямо сейчас мы в прямом эфире и транслируем пресс-конференцию на 3 языках. Мы будем рады вопросам в комментариях, трансляции на татарском, русском или английском языке. И я думаю, сейчас можно посмотреть ролик о нашем конкурсе. Театр дегеннен сен татарда шул баядет кебек уен булдырган икән. Татарга тагын. Мин дә шулай дисем. Ой, янда бик каты акырга кирәк бит. Ой, акырга безнең мусулман агайның тавышы җитмәс. Татарский театр родился среди народа, в самом его сердце, в домах татар. Простые юноши и девушки без специального образования и опыта стали первыми актерами, а их друзья и родственники – зрителями этих постановок. 22 декабря 1906 года состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. Эта дата вошла в историю как день рождения татарского театра. А первая профессиональная театральная труппа возникла весной 1907 года. Мы знаем ее под именем «Саяр». Это значит «странствующая звезда». И правда, под стать своему названию, эта труппа много гастролировала. Именно саярцы стали прародителями всех национальных театров Российской империи. Да, их жизнь была совсем непростой, но они всегда горячо приветствовали перемены, выражали со сцены смелые взгляды. Только представьте, чего стоило появление первой женщины-актрисы в консервативном обществе. В 1922 году в Советском Союзе было принято решение создать единый государственный показательный татарский драматический театр. Первый национальный театр страны. В год своего 20-летия татарский театр первым среди национальных театров получает почетный академический статус. Теперь он стоит на одной ступени с Большим Александринским театром, МХАТом. Были разные времена. Репрессии заставляли многих творцов замолчать. А во время войны театр потерял почти треть коллектива. Но он выстоял, стал символом татар и центром, куда ежегодно съезжаются все тюркские театры мира. Многие спектакли стали частью нашей идентичности, культурным кодом нации. И теперь мы стоим перед новым этапом развития. Нам предстоит узнать, каким будет новый
татарский театр. Teatrda şartlı ulğaydı. Evet, ana da bir şap kına ремонт şeyler деген sözünü işittim. Принято было президентом потрясающее решение. Сегодня стоит задача по строительству нового современного здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Мы гордимся тем, что сегодня в Казани собрались лучшие архитекторы и специалисты в проектировании не только нашего Татарстана, России, но и других стран мира. Это вызов не только для вас, но и для нас. Дать новый толчок для развития этой территории, дать новую жизнь, чтобы мы гордились этим зданием, гордились этими решениями. При том, что спектакль только на татарском языке, это одно из самых посещаемых учреждений культуры. Я надеюсь, что вы вот на кончиках пальцев, что называется, почувствуете, как люди относятся к этому месту. Для людей это очень серьезная часть их идентичности, для многих это очень серьезное переживание. Если смотреть на философию здания, то это душа татарского народа. Вот насколько вы проникнетесь, чем живет народ, да, тем, я думаю, более встроенный, более точный будет и решение по театру. Стать участником такого события очень важно, очень приятно и очень вдохновляет. Очень сильно горим архитектурой, безумно любим наш город. Мы видим огромный потенциал этого проекта. Мне кажется, это серьезный профессиональный вызов для всех нас. И мне очень хочется, чтобы люди, которые сегодня приехали сюда первый раз, полюбили бы нашу землю так же, как любим ее мы. В том числе благодаря новым пространствам театра. Театр — это сердце татарского народа. И то, в каком теле оно будет биться, решается прямо сейчас. Дорогие друзья, позвольте представить вам наших сегодняшних спикеров. Ильсур Раисович Медшин, председатель жюри «Мэр Казани». Ирада Хафизяновна Аюпова, министр культуры Республики Татарстан. Ильсияр Мисхатовна Тухватуллина, главный архитектор Казани. Дэвид Базульт, основатель Архдейли. Он к нам подключится онлайн. Наталья Львовна Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан, сопредседатель экспертного совета. Фарид Равкатович Бекчентаев, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Слово Ильсуру Раисовичу Медшину. Доброе утро, добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые друзья. И я хочу начать со слов такой приятной усталости. Мы вчера закончили совсем под утро. И редкий конкурс, который мы обсуждали до часу ночи. Стартовали мы наши обсуждения в 10 утра с великолепной презентацией актеров театра Галиаскар Камала. И с историей нашего театра, с историей театральной жизни России, наверное, даже Советского Союза еще, и, наверное, более ранний период, поэтому такой насыщенный день, он был очень непростым. Я хочу поблагодарить за такой праздник нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, который
в очередной раз поднимает планку всей нашей республики, культурной жизни и столицы. И то, что сегодня мы имеем такой звездопад архитекторов, лучшие из лучших в мире приезжают к нам для того, чтобы творить, для того, чтобы делиться своими полетом мысли. Это на самом деле большой праздник. Не только для архитекторов, не только для студентов, которые завтрашний день будут строить наш, но и для всех нас. Это, еще раз, начиналось выступление с Рената Абы-Тазиддинова, который попросил о реконструкции театра, о ремонте, да. И президент, посетив некоторые площадки, вот, понял, что республики по росту сейчас... Для нас это было приятной такой неожиданностью, и спасибо отдельно за международный конкурс. О самом конкурсе. Невероятное количество участников, 537 заявок поступило к нам, 39 из них прошли в финальную часть, и в финал попали 8 работ. Вы о них подробно рассказывали. Спасибо вам, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, дорогие журналисты, за внимание. 4 месяца большой кропотливой работы, и в итоге 8 работ вышли в финал. Меня отдельно радует, что в финале были представлены наши казанские архитектурные бюро, и КГАСУ команда, и команда не только... В каждую команду практически, не в каждую, а в половине финалистов в консорциум вошли наши представители Казанской архитектурной школы. И для них это бесценный опыт, и для всех нас это бесценный опыт. Поэтому это действительно такой праздник архитектуры, который, надеюсь, будет с нами всегда. Это для нас становится традицией проводить международные конкурсы. И каждый такой конкурс выводит совершенно на новый уровень наш взгляд на ту или иную проблему, и вместе мы растем. В финал в итоге вышло из 8 3 компании, 3 бюро. Это Метрополис, это наши коллеги из Австрии. Ваухаус – это японский архитектор в консорциуме, и Бесполк, наш Бесполк, компания Асифхан, это знаменитый архитектор, такая звезда, все звезды, но некоторые звезды чуть поярче светят на небосклоне, и он известен тем, что на Экспо в Дубае в этом году его шедевры радовали весь мир. Поэтому, чтобы представить, какого размера звезды к нам приехали. Членов жюри вы всех знаете. И удивительным образом мнения разошлись. Я, как председатель жюри, имел свое мнение. Ну, все мы имели свое мнение. Но в итоге за преимуществом 0,7, то есть не 1 пункт, не 2 пункта, не 3 пункта, 0,7. В финале победил Ваухаус, японский проект, с чем мы их и поздравляем. Коллеги, ну вы или не показываете, или показываете по местам, потому что у нас, да, значит, первое место, как Исур Раисович сказал, консорциум Баухаус Кенгакума. На 0,7 пункта среди нас там, сколько нас голосующих? Более 30 Более было? 30. 37, по-моему, голосующих на 0,7. Вот представляете, какая была борьба. И при этом, я вам хочу сказать, просто некоторые детали. Выдающиеся наши представители театральной жизни России, такие как Чулпан Хаматова, как Евгений Миронов, как Борис Юрьевич Борис Юхананов, электротеатр, Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, были, я в том числе, наш главный архитектор,
нам больше понравился, и мы голосовали за Бесполк, за Асифхана, но вот и вся архитектурное сообщество, вот, то есть я хочу сказать, насколько конкурс, он, во-первых, я хочу отдельные слова, Сергей у нас здесь, организатор, сказать слова благодарности нашим партнерам, которые организовали этот конкурс. Все участники и экспертного совета, и архитектурного жюри были одинаковы в оценке, что очень профессиональная организация была работы. Мы были в онлайне, в офлайне, кто-то был в онлайне, но вот голосование было еще раз. Наши Фарид Равкадж Бекчентаев, Ринат Азиддинов, Искандер Хайруллин, народный артист республики, и Разиль Валеев, председатель Союза. Вот наша уважаемая плеяда, наша уважаемая татарская интеллигенция, для меня было неожиданностью, допустим, что вот белый лист называется Беспоука проект, он больше к нам, белый Кремль, белый Куршариф, белый Марджани, там, ну и так далее. То есть для нас это ментально ближе. Но наше старшее поколение выбрали вот такой модерн, который стрела. И для меня это, допустим, было полной неожиданностью, что вот выбрали такой некий смелый, авангардный, а более, казалось бы, классика, которая к нам, как и какой-то нашей истории, Сергей Кузнецов говорил, что это вообще что-то невероятное, которое для него нужно, для нас, для всех архитекторов, это нам необходимы такие проекты. Великолепный проект компании «Метрополис». Он начал презентацию с того, что меня вдохновила наша сказка «Шурале». И вот вся это сказание этой истории он перенес в театр. Мегабудка. Молодые ребята зажгли, они вообще задали такой тон, начиная. Они заняли 4-е место. Архитектурная студия Новиковых на 5-м месте наши. Наша студия Новиковых, архитектурная, да. Рождественка очень много внимания уделила Старо-Татарской Слободе. То есть было такое погружение в историю Казани, в историю нашего края, что действительно было приятно, и что нас, это мы как университет закончили за вчерашний, за эти 4 месяца в работе. Поэтому огромные слова благодарности. И я очень, во-первых, я хочу поблагодарить еще раз всех организаторов, участников. Проведена огромная работа. Во-вторых, нам бы хотелось очень с теми нашими коллегами, которые 4 месяца мы на самом деле очень плотно работали, чтобы были обязательно проекты, реализованные какие-то. Вот я очень хочу, я сегодня буду встречу проводить с Асифханом, и хотел бы его попросить, чтобы все-таки его шедевры на архитектурной карте Казани появились. Мы достаточно активно строимся, у нас есть мысли. С той же Рождественкой мы уже работаем по Старо-Татарской Слободе. Мегабудка, наши молодые ребята, вот в онлайне, которые смотрели, я знаю, уже сегодня с ними встречаются и предлагают проект благоустройства нового в речном порту. То есть вот эта совместная работа выводит нас, прокладывает рельсы в завтрашний день. Но я хочу сказать, что вот такая очень профессиональная, бурная, интересная работа прошла, и обсуждение было таким очень открытым. Очень... Пол-11, да, мы разошлись? Я в час. Я же не сказал, что я здесь был, поэтому вы меня не полите, тут столько представителей средств массовой информации. Я вернулся в час, поэтому не знаю, где вы ходили. И на самом деле беспрецедентно.
полдвенадцатого. Я уже не считала времени. Но мы до этого же еще сидели 12 часов на предыдущем. Поэтому вот я хочу еще раз всех поблагодарить, сказать, что это была великолепная работа. И спасибо нашему президенту за такие праздники. И самое главное, конечно, мы уже вчера сидели в этом театре, мы уже смотрели постановку. Что сказал Евгений Миронов? Очень важную вещь. И наша Чулпан Хаматова также в этой дискуссии поддержала, что вот неважно, какой проект выберется из тех 3 финалистов, но то, что мы вам белой завистью завидуем, то, что казанские, татарстанские зрители, гости нашей театральной Казани будут иметь возможность в этом дворце культуры, я имею в виду вот в храме культуры. И Евгений сказал, вы знаете, с Фаридом общаясь, я тут невольно подслушал, надо, вот я бы, говорит, как главный режиссер и художественный руководитель, я бы очень сильно подумал над тем, с чем выходить на сцену. Это для нас вызов, для артистов. То есть со старыми чемоданами в новый театр, не, безусловно, он имел в виду не старый репертуар, а что-то вот, ну то есть для нас это для артистов вызов. Этому надо соответствовать, говорят. То есть вот, я думаю, мои коллеги меня дополнят, но я хочу еще раз поблагодарить всех. И это была большая, красивая, хорошая, созидательная работа. Спасибо всем. Слово Ираде Хафизяновне Аюповой. Хайрлыкен, Боровская, добрый день. Вы знаете, вот Ильсур Раисович, вы абсолютно правы. Действительно, мы вчера были свидетелями потрясающего события. События, когда весь мир за счет участия в этом конкурсе приобщался к нашей культуре, к нашей истории. И вот наш конкурс, он нам помог популяризировать нашу культуру, наш народ, нашу традицию. Нашего наследия. Тем более в этот год культурного наследия народов Российской Федерации. Я думаю, что сегодня еще многие скажут свои позиции, но я хотелось бы поделиться с вами своим счастьем. Вы знаете, я очень счастливый человек, мне очень повезло, и я искренне благодарю за это Рустама Нургалиевича, Ильсур Раисович, вас и вашу команду, Наталья Львовна, вас. Так получилось, что я 4-й год министр, и у меня получается, что мы 2 театра построили, Набережно-Челнинский драматический театр, в этом году открываем мастеровые, начинается в Нижнекамске капитальный ремонт театра юного зрителя, Нижнекамского театра юного зрителя. И вишенка на торте, значит, это вот финал, ну, скажем так, апогей этого всего, это, безусловно, конкурс, который вот проходил в Казани. Я, честно, вот никогда даже мечтать не могла, что в это непростое время, в период, когда очень многие люди, посмотрите сегодня, если вы откроете комментарии, все пишут, зачем, к чему это? И вот мне вот хочется высказать свою позицию. Народ не сломлен, пока не сломлен его дух. Поэтому если мы с вами оставляем после себя след в лице наших произведений искусства, фантастических произведений искусства, новые романы, новые оперы, новые симфонии, новые здания для учреждений культуры. Дух нашего народа не сломлен. Безнан килящая бар. У нас есть будущее. И да, можно жить днем сегодняшним, можно жаловаться, что вот это плохо, то плохо. Буквально вот утром мы встречались с коллегами из Чувашской республики, которые в прошлом году отмечали, у них год был посвящен Казанскому обводу, и мы хотим провести цикл мероприятий, говорили о том, как трудно было, да, 80 лет назад, когда сотни тысяч жителей нашей республики строили в ужасных условиях Казанский обвод. Но в это время строились дворцы культуры. В это время, в 1944 году был открыт потрясающий дворец культуры в Зеленодольске.
И это ценно. Поэтому я еще раз искренне благодарю всех тех, кто принимал участие в этом конкурсе. Я искренне благодарю руководство нашей республики. Такого нет нигде в России, больше того, да? Таких тенденций на самом деле нет практически нигде в мире. Вы посмотрите, какие мы открываем объекты. И вот мы с вами замечательно находимся на замечательной площадке присутственных мест. У нас открылась, приехала Национальная библиотека в НКЦ. У нас очень много галереи современного искусства, у нас очень много ярких объектов. К нам приезжают люди, они завидуют. Мне очень хочется, Ильсур Раисович, я присоединяюсь к вашим словам. Я тоже сидела, завидовала сама себе, но я тоже была за проект «Бесполк», потому что «Бесполк» и «Вау-хаус», они две противоположности, да, две, это если линейку прочертить, один край и другой край. И для меня вот все-таки проект, который был представлен Асифханом, это больше тенденция современного искусства, когда есть элемент недосказанности, и каждый может привнести свое видение. Но победа эта была очень объективная, очень честная, голосовали все всем сердцем, всей душой. Поэтому самое главное, наверное, самый главный вывод, и мы должны строить, мы должны идти дальше, мы должны строить театр. И сейчас предстоит самая тяжелая работа, потому что все проекты имели определенные полузамечания со стороны театра в части организации пространств. Все равно нужна шлифовка, нужна привязка к местности. Нужно сделать так, чтобы людям, которые будут приходить в театр, чтобы им было комфортно, уютно, и чтобы им хотелось вернуться. Действительно. Еще хочу добавить. Еще одна работа будет у нас впереди. Это по репертуару будут у нас вопросы. У нас не 3 сцены в этом здании, сразу 3 площадки. У вас и на 10 площадок репертуара хватит, но для театра сегодня еще одна будет задача, еще один вызов. Это к открытию театра еще прийти к очень богатым репертуарным подарком для наших зрителей. Спасибо всем огромное. Слово Ильсиар Мисхатовне Тухватуллиной. Добрый день, коллеги. Я вас поздравляю с событием, которое у нас происходит в городе, в нашем великим событием, редким. Объекты такого уровня, с таким составом участников, это не ординарное событие. Я счастлива, что мы все участвуем и наблюдаем над этим всем. Я благодарна президенту нашей республики Рустаму Нургалиевичу, Ильсуру Раисовичу Медшину за то, что поддержали это решение непростое, выбрали место и дали нам возможность получить удовольствие от работ этих ребят, которые участвовали в конкурсе. Сразу скажу, что 4 месяца, это для меня, как для профессионала, это было 4 месяца счастья. Каждая встреча с конкурсантами, это был невероятный диалог, сложный. С каждой командой мы нащупывали по запросу команды те знаки, те символы, которые мы хотим встроить в этот проект, что мы хотим увидеть здесь. Не скрою, что были команды, которые изначально ставили цель нащупать идентичность народа, понять, что это такое. Каждую консультацию они говорили именно об этом, не о каких-то технических вопросах, а именно что это такое, чтобы максимально точно потом отобразить это в объекте. Это удивительно. Только несколько человек были свидетелем кристаллизации этих идей, которые вы в конце увидели. Это большое счастье. Я всем командам очень благодарна, особенно благодарна казанским ребятам. Вы сделали невероятно огромную работу. За 4 месяца, если честно, такого уровня практически СТП была выполнена со сложнейшим функционалом, со сложнейшим техническим заданием, когда мы не просто просили встроить объект в контекст окружающей застройки, да, а мы еще и просили
проектировать храм для души народа, да? Храм, где она раскроется, где она проявит себя во всей красе. Это сложнейшая задача для всех архитекторов. И в лидерах мы видим команды, которые изначально настраивались на идентичность, не на технические какие-то аспекты, а на идентичность. Также я хотела сказать, что я предлагаю всем архитекторам максимально воспользоваться возможностью, который дарит нам этот конкурс. И сегодня я после обеда, ориентировочно в 14:30, приглашаю всех к ИГАСУ, приглашаю всех конкурсантов еще раз рассказать подробно про проекты, еще раз обсудить их вместе с архитекторами. Это невероятный опыт, это невероятно. Когда вы подробно посмотрите все презентации, ну, вы получите профессионально от этого. И я благодарна этому конкурсу, что благодаря ему мы увидели, на мой взгляд, объект мирового уровня, который выполнил все требования ТЗ и чуть больше. Объект, который и команда, которая нащупала этот очень сложно уловимый аспект, как идентичность народа и посыл в будущее именно архитектурным объектом, посыл в будущее деликатный посыл, ненавязчивый, объект, который вне времени, это команда Асифы Сафаровой. Я отдельно благодарю эту команду. Для меня, как для архитектора, это было большое удовольствие. Спасибо. Слово Дэвиду Базульто, основателю ArchDaily. Он присутствует на пресс-конференции онлайн. Спасибо. За прошедшие годы, со своей точки зрения, я видел, что Казань прожила определенные архитектурные трансформации, которые выражались в качестве общественных мест и жизни горожан. Сильная, прозрачная архитектура, которая строится по своей стратегии, была инструментом улучшения. Конечно, она была иногда несколько прямолинейна, но она, видно было, что были приглашены ведущие архитектурное бюро для того, чтобы поставить Казань на современную карту архитектурную мира. Конечно, это приняли иногда такие архитекторы, которые обращали внимание на сложность. Архитектурные проекты в Казани признавались они приняли внешнее признание. Этот процесс сегодня принял участие в мировых практиках, а также позволило принять участие в этом конкурсе на разработку проекта театра Камала. И в этом проекте была реальная возможность сделать великолепную вещь с лучшими практиками, использовать лучшие практики для того, чтобы показать лучший объект. Я также поздравляю всех, кто участвовал в организации этого конкурса, потому что это вызов для того, чтобы можно было выразить свои идеи, для того, чтобы они стали реальностью. А также я благодарю администрацию за то, что они поверили в силы архитекторов. Спасибо. Коллеги, значит, во-первых, дело просто в том, что мы очень поздно разошлись. Мы, честно говоря, в какие-то моменты все переругивались, в какие-то моменты... Ну да, я же говорю поздно, Кое-кто из нас не смог заснуть. Часть спикеров сегодня плакали. И это был не один человек. Это были не мужчины, конечно, я думаю. Я и говорю про нас с вами, Висера Мисхатовна. Смотрите, что я хочу сказать. Во-первых, я невероятно благодарна за эту возможность, потому что вообще-то
Я искренне горжусь тем, из чего Казань сегодня выбирает. Вообще, когда Казань выбирает из лучших, из мировых звезд, настоящих мировых звезд, мне кажется, это в любом случае огромная победа. Во-вторых, я горжусь тем, что мы сумели... Многие люди вчера комментировали, многие даже высокопоставленные управленцы из других регионов писали: ничего себе, мэр сидит в жюри столько часов, вот вы, типа, какие крутые, вот как вы уделяете внимание. А какое у нас жюри? Представляете себе? Во-первых, наши международные коллеги. Дэвид Базульта, основатель Ардели, главного СМИ об архитектуре в мире. Фарух Дарахшани, директор премии Ага Хана в области архитектуры, которая проходила в Казани в 2019 году. Вообще просто, я не могу сейчас перечислять всех. Борис Юхананов прилетел, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова. Фантастический экспертный совет. Люди, которые работали с нами и раньше, чем эти 4 месяца начались, потому что мы писали функциональное задание. Качество людей, которые вовлечены в этот процесс, запредельное. И очень здорово, что это все делается вместе с театром, вместе с казанскими профессионалами, экскурсии вместе с казанскими краеведами. Все вместе. Здорово. И сегодня Ильсия Мисхатовна предложила организовать мероприятие в КГСУ, что наши студенты послушают. Невероятный рост показывают казанские команды. Я вчера Анне Новиковой сказала. Ну вот мы помним конкурс на кабаны 7 лет назад. Как они выросли за это время? Насколько более сложную задачу они решали? И, в общем, с каким достоинством они с ней справились. Невероятный рост демонстрируют наши профессионалы. Значит, почему у нас кислый вид? Потому что я тоже болела за Асифа. Мне не стыдно об этом сказать. Я очень при этом... Знаете, если бы не было их работы, то в одни ворота Ваухаус и Кенгакума выигрывали бы. Я хочу также отметить, что вот, Ильсур Раисович, мы сегодня с вами оба докладывали нашему руководителю, вот вообще готовность Казани и Татарстана реализовывать такие проекты, готовность нашего президента. Мы обозначили озабоченность, что сложный проект, что дорогой проект, готовность для театра строить такое здание, готовность не просто создавать какой-то эффектный снаружи объект, а оснащать всем необходимым оборудованием, всеми процедурами, всеми процессами, которые нужны театру. Это, мне кажется, тоже большой шаг. Мы не часто сталкиваемся с фразой «достойный проект, мы его реализуем», несмотря на все озабоченности. Но есть еще одна вещь, которой я горжусь, хотя она спорная, сложная. Мы вот в этой комнате работали допоздна. Ильсур Раисович, я хочу в первую очередь вас, как председателя жюри, за это поблагодарить. Вот вы видите, да, нас 5 человек на пресс-конференции участвуют. И 4, Фарид Равкач это как раз в дамках, а он выступит последним. И 4 из нас были за Асифа Хана. Но мы честно посчитали голоса. И вот то, что мы это сделали именно так, Ильсур Раисович, это ваша, как председателя жюри, в первую очередь, вам благодарность от меня. Были манипулятивные некоторые голоса, не будем вдаваться, но то, что мы услышали всех, и то, что, может быть, мы предпочли не продавить, а уважать мнение, даже то, с которым мы не согласны. Я очень за это признательна, и я даже, несмотря на то, что я лично не согласна могла бы быть с решением, я очень благодарна за то, что я была частью процесса, в котором так были расставлены приоритеты. Спасибо, Ильсур Раисович. Слово Фариду Равкатовичу Бекчентаеву. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно сказать коллеги.
Меня оставили под конец мое слово. У татар есть такая пословица: на свадьбе всегда найдется обиженный человек. Но я хочу сказать, я до того, как вошел вот сегодня утром в это помещение, я вам искренне и честно признаюсь, я не знал, кто победит. И более того, я был также уверен, что победит бесполк. Я откровенно говорю. Ваше мнение было вчера определяющим. Вы заказчик театра, и вы настаивали на том, поэтому давайте. Но от того, что я настаивал, я не знал итогового результата. Я об этом и говорю. Я до сегодняшнего дня не знал. Это сила искусства, все нормально. Поэтому я также благодарю, потому что действительно это был какой-то уникальный опыт. Это даже напоминало чем-то какое-то театральное представление, как какая-то игра, особенно вчерашнее было. И особенно вчерашний день. Вот, поэтому огромное спасибо всем организаторам. Ильсур Рахмет, Наталья Ильсур, вам огромное спасибо, Наталья Львовна, и всем, конечно, участникам конкурса. Это небывалое историческое событие. Я думаю, даже вот мы сегодня с Сергеем разговаривали, об этом нужно снять фильм. Я думаю, может быть, это тоже как-то будет зафиксировано в хронике истории татарского народа. Вот. А что в будущем будет? Ну, в будущем на нас большая ответственность. Это здание ведь не только построить нужно, в нем нужно работать. И это большая ответственность, которая на нас возлагается. Изменения затронут не только здание. Нам самим нужно будет измениться. Нашим зрителям нужно будет измениться. Было сказано важное слово «вызов». Это вызов для нас и наших зрителей. Что бы ни поменялось, я верю, что татарский театр будет жить, он не умрет, у него богатая история. Зритель любит театр и не может жить без театра. Поэтому всех вас я сегодня поздравляю с этим событием, желаю вам всего хорошего. Вчера, если позволите, еще Искандар Гелязов, директор Института татарской энциклопедии, рассказал очень интересную историю, что его детство, юность прошла в старом здании на Горького, где располагается сейчас Карим Тинчурина, Галяскар Камала. И он говорит, я туда ребенком приходил, юношей приходил, и вдруг для меня это было трагедией. Новое здание на озере Кабан, когда в 1986 году достроили. И для меня это было вот как будто отняли у меня какую-то родину. И я долгое время не мог переступить порог, вот как будто какое-то некое предательство к старому театру. А потом, говорит, я привык. Потом я с удовольствием ходил, и сейчас я люблю наше новое здание театра на Кабане, новое, старое. И поверьте, друзья, какой бы мы, говорит, проект не выбрали, мы также его полюбим, благодаря нашим талантливым артистам, нашим замечательным пьесам и духу театра. И вот на этой мажорной ноте мы вчера и завершили обсуждение. Они были, еще раз хочу сказать, горячими. И на самом деле мы обсуждаем, что лучше, ну плохо, что там на иностранных машинах, но Rolls-Royce, Maserati, Ferrari или вот какие еще машины бывают, я не знаю. Вот, но мы обсуждали звезды. Вот, или Тесла, да? Вот, то есть вот мы обсуждали это. Но то, что это шедевр будет, то, что это будет большой праздник на века вперед и обогатит нашу культурную жизнь и украсит город, это безусловно. А мы будем думать над следующими международными конкурсами, над тем, чтобы, слава Богу, чтобы вот было мирное небо над головой,
работали наши предприятия, бизнес, чтобы мы развивались и чтобы новые поводы для вот таких творений были и лучшие силы собирать. Это очень, очень, очень здорово. Спасибо. Я чуть-чуть просто, Сурач, позвольте, я переживаю, мы все поговорили про СИФ, мы не сказали вообще про Кума-сан, и не сказали про Ваухаус. Дело в том, что вообще решение о том, что мы будем все-таки не капитальный ремонт делать, а сначала реконструкцию, а потом строить новое здание, было принято президентом, когда мы сходили в электротеатр к Борису Юханову в Москве, который как раз компания Ваухаус проектировала. И в этом смысле для нас очень отрадно, что, во-первых, есть величайший Кума-сан. Я думаю, что нет смысла пересказывать объекты, которые он построил. У вас эта вся информация есть. У нас есть его локальный партнер, который, что очень важно, имеет опыт реализации, и не просто реализации, а опыт реализации театральных пространств. Это означает, что нам будет легче, мы не будем совершать ошибок на этом пути. Очень здорово, что в этой компании Герман Алексеевич Бакулин. Вообще, если бы Германа Алексеевича не было, я думаю, что существенно слабее была бы заявка, существенно слабее были бы позиции. Здорово, что Герман Алексеевич в этом консорциуме очень сильном. И это тоже нас в некотором смысле, поскольку он часть авторского коллектива того здания, в котором сегодня живет театр, он один из авторов. Вот эта преемственность, уважение, бережность, я уверена, что нам гарантированы, мы все к нему относимся с уважением и с доверием. Здорово, что он часть этого авторского коллектива. Вообще, вот я скажу, мы сейчас, Сурач начал подбирать марки автомобилей, мы вспомнили про Теслу. Вот штука состоит в том, что мы действительно вчера выбирали между Феррари и Мазерати и Теслой. Вот АСИФ — это Тесла. Может быть, у нас пока заправок не хватает для Теслы. Может быть, мы пока не готовы к Тесле. Может быть, мы не созрели. Но я уверена, что мы созреем. А пока мы получили шикарный проект, и нечестно было бы вообще-то так... Ну, вы понимаете, наверное, нам нужно было завтра, что ли, пресс-конференцию проводить, как-то остыть всем. Мы, правда, очень, очень тяжело, очень бурно, очень эмоционально вовлеклись все. Но я уверена, и мы об этом много говорили в процессе, с LCR мы, наверное, вот больше, да, ну вот и с Фаридом Равкатовичем, когда мы в промежуточных консультациях были с финалистами, что вот этот синтез японских архитекторов и татарской культуры вообще-то может дать очень интересный взгляд со стороны. И, кажется, это получилось. И, в принципе, то, что в Казани появится объект японского архитектора с мировым именем, и при этом с сильной командой, которая способна этот проект реализовать, и при этом с таким локальным, надежным локальным партнером, как Герман Алексеевич, это большое событие. То, что президент наш готов дать этому возможность случиться, это огромная радость. К вопросам? Вчера по итогам заседания некоторые члены жюри также поделились своими впечатлениями. Давайте послушаем Чулпан Хаматову и Евгения Миронова. И тем не менее я страшно рада, что вот я присутствовала при сегодняшнем обсуждении, посмотрела таких достойных участников. Я очень завидую людям, которые будут работать в этом театре. Прям по-настоящему по-хорошему завидую. Я страшно горжусь Казанью, как проведен конкурс, как все организовано, как все работает как часы, как все вежливо, деликатно, уважительно и друг к другу, и к участникам. Какой уровень участников. Слушайте, ну это совершенно невозможно было там представить, не знаю, там 30 лет назад, когда я уезжала отсюда, что Казань будет таким магнитом лучших из лучших, где будут конкурировать самые прогрессивные, талантливые люди и компании в строительстве театра, не стадиона, не там какой-то военной базы, я не знаю чего, космодрома, а театра. Это такое
Такое счастье. При этом я страшно счастлива, страшно горжусь городом и очень радуюсь за казанцев и за Казань. Я первый раз в архитектурном конкурсе, но, честно говоря, это очень похоже на какие-то другие заседания жюри, потому что очень быстро понимаешь уровень. Уровень для меня очень легко можно все равно определить. Уровень очень высокий. Я считаю, что вы круче всех. Как к этому отнеслись организаторы, говорит о том, что они как-то болеют просто, по-настоящему, сердцем, душой, для того, чтобы было лучшим. И то, что мы сегодня увидели, с одной стороны, говорит об такой активности, как и замечательных, просто замечательных казанских архитекторов, как и иностранных представителях, которые вживились буквально вообще в фактуру жизни Татарстана, проникли в какие-то прям в атомы идентичности, культуры, истории татар. И мне очень понравилось, что все отнеслись к этому очень-очень профессионально. Поэтому судить было очень достаточно легко. Не все понимают, это требует достаточно серьезного упорства, понимания того, что мы выбираем не на сегодняшний день, мы выбираем на будущее. Да? И в истории таких масса примеров, когда жители не понимали до конца, так сказать, каких-то арт-объектов, а потом это становилось символом города, не только города, но и страны. Мы знаем все Эйфелеву башню. Поэтому мне очень нравилось, что это честная атмосфера, очень честная, искренняя. И каждый высказывался. Тут есть и актеры этого театра замечательного, и есть и архитекторы, есть и просто историки. Все очень честно высказывали, говорили свое мнение. Но мне было приятно, что практически все были едины. Я не знаю результата. Бывают разные случайности. Значит, они такие вот, какие есть, эти результаты. Но были едины в том, что необходимо двигаться вперед, что необходимо развиваться, необходимо прислушиваться, может быть, к голосу профессионалов, которые... Я всегда доверяю больше профессионалам, чем себе, в тех темах, в которых я не разбираюсь или не знаю. Хотя и своему чувству, мое чувство и мнение профессионалов совпало. Подошло время перейти к церемонии награждения победителей. Ильсур Раисович Рахимитович. Итак, третье место. Консорциум под лидерством Метрополис Москва, Россия, члены консорциума Кун Химмельблау, Вольф де Прикс и партнеры Вена, Австрия. ООО Мириада Групп, Казань, Россия. Второе место. Консорциум под лидерством Bespoke, Казань, Россия. Члены консорциума Асиф Хан, Лондон, Англия. Charcoal Blue, Лондон, Великобритания. Акти, Лондон, Великобритания. Ательер Тен, Глазго, Великобритания. И победители конкурса консорциум под лидерством Ваухаус, Москва, Россия. Члены консорциума Кенгакума and Associates, Токио, Япония. Вернер Собок, AG, Штутгарт, Германия. ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича, Казань, Россия.
А сейчас, дорогие друзья, вы можете задать свои вопросы. Мы также будем рады вопросам из нашей онлайн-трансляции. Так, пожалуйста, представьтесь и задайте свой вопрос. Вероника Ваганова, Бизнес онлайн. Наталья Львовна, как будет строиться дальнейшая работа, когда начнется строительство, когда будет окончательный для начала проект? Вопрос, Вероника. Я думаю, что в ближайшие дни. Congratulations, Комо-сан, we see you now. Поздравляем, Комо-сан, мы сейчас вас видим, очень рады. Мы проведем переговоры с победителями. Мы определимся с форматом дальнейшей работы. Они со своей стороны определятся с распределением полномочий в проекте между собой, потому что победил консорциум, и они должны между собой также договориться, кто будет за что отвечать, в каких объемах работать. Мы выстроим эту схему. Президент намерен начинать как можно скорее, поэтому я думаю, что мы определимся со схемой работы. Мы, естественно, будем работать вместе с победителем. Никаких других вариантов быть не может. Вы знаете, мы ответственно относимся к международным конкурсам и доводим их вместе с победителями до реализации. И я думаю, что, возможно, даже в этом строительном сезоне какие-то работы мы сможем начать. И, Илья Сураевич, кажется, до 2025 года мы должны, да, построить? Такое было у нас поручение. Будем стараться. Итак, мы бы хотели предоставить слово Генго Кумо, победителю нашего конкурса, и также перейти к презентации проекта победителя. Ответим. Сейчас Генго Кумо послушаем и ответим на вопросы, а потом уже проект победителя, потому что нам бежать тоже надо. Хорошо. Для нас большая честь быть выбранным как в качестве победителя. Программа данного проекта мне очень понравилась. Культурная грань мне особенно. Каким образом это было организовано? Плюс мне расположение очень нравится. Очень красивое озеро. Мы постарались создать что-то, что будет в гармонии с озером. А также с казанской культурой и традицией татар. Для нас это все очень важно. Мы постарались перевести татарскую традицию в современный архитектурный словарь. И постарались создать то, что сможет одновременно стать достойным памятником этого как места, так и татарской традиции. Благодарен всем. С нетерпением жду в скором будущем личной встречи с вами. Большое спасибо. Thank you so much. Также хотел предоставить слово Олегу Шапира, Вау-хаус. Добрый день, коллеги. Мы счастливы, что нам удалось в этой какой-то такой бесконечно насыщенной и очень качественной среде этого конкурса победить. Спасибо за доверие. Нам очень интересно будет работать. Но при этом, знаете, я хочу сказать, что это только начало большого пути. Надеюсь, в 2025 году мы встретимся на берегах озера и откроем наш прекрасный театр все вместе. И это будет долгий, трудный, но счастливый путь. Спасибо вам, спасибо за доверие. Мы с нетерпением ждем начала работы. А сейчас переходим к вопросам. И вопрос из пользователей YouTube. Какова судьба старого здания?
адресат, точнее, как это, кому адресован вопрос, не было обозначено, поэтому пытаюсь ответить я. Во-первых, об этом рассуждать еще рано, потому что, по крайней мере, 2,5-3 года у нас театр будет продолжать работать на площадке театра Галиаскар Камала. И, во-вторых, дальнейшую судьбу этого пространства Рустам Нургалиевич в своем послании обозначил, что это будет оставаться площадкой для профессионального театрального искусства, но концептуально это нужно будет в любом случае дорабатывать, потому что площадка очень ответственная, и, естественно, здесь уже нужно будет, чтобы сохранить и национальный дух, милли рухадан должна быть и татарский дух тоже оставаться, и для молодежи должно быть у нас пространство, площадка должна быть. Посмотрим. Будем стараться, чтобы это все-таки продолжала площадка действовать в сфере национального искусства. Спасибо. Тагын кемнең сораулары бар? Хайрлы Кен. Добрый день, Ильсур Раисович. Дмитрий Никитин, информационный портал мэрии города. Сейчас в Казани идет масштабное строительство различных объектов, среди них транспортные, образовательные, спортивные. Все они будут служить нам и нашим потомкам. Скажите, станет ли новое здание театра новой вехой, новым стилем для будущего облика столицы Татарстана? Спасибо. Безусловно, у меня абсолютная уверенность. Дай Бог, я еще раз говорю, мирного неба и работы экономики, роста, чтобы реализовывать такие проекты. Что касается новой локации театра, то мы на самом деле прошли огромную дорогу. Спасибо всем представителям бизнеса. Там целый клубок был вопросов по собственности, и все пошли навстречу. Такую большую площадь подготовить под такой проект. Я уверен, что с этого в том числе и с реновации речного порта, элеватора начнется новая веха Старо-Татарской Слободы. Она у нас незаслуженно забыта. То есть это такая депрессивная промышленная территория, которая там десятилетиями были производства, а наш дух, наше сердце Казани, наша история, наша культура – это прежде всего Старо-Татарская Слобода. И этот амбициозный проект, надеюсь, такими лучами и хорошими волнами даст нам новый виток преобразований исторической части Казани. Мы уже понимаем, что соседние там пятиэтажки, хрущевки, то есть масса всего. Реконструкция моста. То есть это вызов не только коллективу театра, не только культурной составляющей, культурной жизни Казани, но и большой вызов нам, градостроителям, урбанистам, всем тем, кто отвечает за архитектурный облик. Это серьезный вызов, и к нему мы подходим с осознанием того, что нам предстоит сделать. Только благоустройством вокруг этих 5-6 гектаров и завершением благоустройства набережной до зоопарка это не ограничится. Это нужно, одно потянет другое. В хорошем смысле. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Розалия Харульна, Казанские ведомости. Мой вопрос следующий. Какой изначально устанавливался объем финансирования проекта, из какого бюджета выделялись эти деньги? И выбирая победителя, жюри как-то основывалось на максимально установленном бюджете? И были ли самим участникам поставлены, так скажем, финансовые ограничения? Спасибо. Без проекта в условиях конкурса был отдельный пункт, когда пол-потолок, скажем, каждое бюро должно было сказать о заявленной стоимости, о той стоимости, которую реализация этого проекта. Поэтому пока сейчас цифры предварительные, они вчера в презентациях прозвучали, я их повторять не буду, вы можете их найти, но точная цифра будет после того, как будет рабочий проект, экспертиза проекта, и мы вас обязательно
поставим не просто в известность, вы будете всю реализацию этого проекта свидетелей, надеюсь, освещать. Если позволите, я тогда задам вопрос из нашей онлайн-трансляции, потому что нас смотрят также федеральные и зарубежные журналисты. Вопрос такой. Планируется ли в дальнейшем в Казани и в Татарстане также проводить конкурсы на подобные здания и другие перестройки? Видимо, вопрос к нам, поскольку в Казани за Татарстан я не могу говорить за какие-то такие серьезные проекты. Они мне, мы про Казань говорим. Мы хотели бы, чтобы это было доброй традицией. Я в своем вступительном слове сказал, что это нас выводит в совершенно другой уровень. Та же реконструкция и благоустройство Кабана, международный конкурс, то, какой полет мысли у нас был до, и как нам наши партнеры, китайская компания, это совершенно другое. И в том числе, проходя, мы увидели, как площадка эта открылась. Поэтому я очень хочу, и мы мечтаем с главным архитектором, с коллегами, которые в зале, и которые не здесь. Спасибо еще раз президенту, что он это поддерживает. Это всегда большая работа, но очень важно мнение вот такого авторитетного экспертного сообщества собирать. Поэтому я верю, что это будет доброй традицией. Да, продолжится. Огромное. Коллеги, еще вопросы? Если нет вопросов, если позволите, я хотела бы дополнить про конкурсы. Вы знаете, мы все вчера изменились. Все, кто был в этой комнате, все, кто участвовал в работе жюри, изменились. И мне кажется, что это очень важный опыт. И я думаю, что каждый из нас узнал новое, каждый из нас вырос, каждый из нас поработал над своим вкусом. Поэтому обязательно нужно, чтобы было много таких конкурсов. И тогда у нашего сообщества, не только профессионального, а вообще у нашего казанского, татарстанского сообщества вкус будет все лучше и лучше. И проекты мы будем выбирать все лучше и лучше. Спасибо. Так, біздің чат-неден онлайн-тағын бір сұрау бар еді. Есть еще один Жауап онлайн берер білмеймін. Бұл вопрос. театрның Кто ответит? төбелерінен, террасаларынан яуған қар нешік күрәләшәк, Как яңғыр суы будет нешік чиститься ағызылашәк, снег қыш көні кіші башына из ұшып крыши түшкән дұрыс булмасмы? из Деп этого сұрады. здания? Кто будет чистить, как будет чиститься, как будет стекать вода из крыш с этого нового здания? Очень много звучало, и мы шутку из интернета, которая для меня вообще не смешная в эту зиму, что велика Россия, но снег вывозить уже некуда. Эти вопросы задавали. Уважаемые коллеги, сейчас у вас будет возможность посмотреть презентацию проекта или проектов. И у нас есть представитель Герман Алексеевич, который вчера на эти вопросы отвечал. Поэтому вы можете их... Мы их задавали, на них получали ответы. Ну, такой яркий, большой. Может, снега поменьше просто будет к этому времени. Сильно же меняется. Но все эти вопросы технически, безусловно, самым серьезным образом инженерная, архитектурная мысль проработана. Поэтому, конечно, предусмотрено это все. Коллеги, еще раз в завершение поздравляю с такой замечательной проведенной работой. Это 4 месяца творцы творили, созидали, а мы с ними вместе учились. И пусть это будет доброй традицией, проведение таких конкурсов, приезд таких талантливейших, величайших звезд. Это огромное благо для наших студентов, для всех нас, потому что как после самого посещения театра. Ты выходишь оттуда другим, ты думаешь об этом, ты переживаешь вместе с героями эти роли. Вот так же и мы вышли совершенно другим после этого конкурса. Поэтому надеемся, что это все реализуется
в архитектурное благо, градостроительное благо нашей Казани и его будущего. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще есть возможность остаться и посмотреть презентацию победителя. Поэтому, если позволите, у вас нет сейчас желания презентовать, рассказать о проекте. Хорошо? Тогда это все от пресс-службы конкурса. Спасибо вам огромное. Рада ответить на вопросы. У вас будет и визуализации, и презентации. Спасибо еще раз и поздравляю победителя. Мы начинаем, да? Да. Дорогие друзья, давайте посмотрим еще раз на презентацию. Прокомментируем. На связи, он готов провести презентацию, поэтому те, кто хочет послушать из первых уст об этом проекте, пожалуйста, оставайтесь в первом ряду, послушайте. Это очень интересно и занимает буквально до 10 минут. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста, присаживайтесь. Звук есть? Мы готовы. Звук есть, мы вас слышим. И кликер тоже у нас в руках, так что мы готовы начать. Прекрасно. Давайте начнем. Давайте теперь первый слайд. Важно, что мы пытались... Для нас очень важный контекст этого места. Природа, старый театр Камала и культура татарская. Следующий слайд, пожалуйста. Очень важно было соблюсти для нас нового театра, в том числе... Да-да, следующий слайд. Мы показались, если старый театр воспринимается в основном как некоторый парус, устремленность вверх, мы делали некоторую аллюзию с этой формой. Нам казалось важно сохранить об этом память, транслировать его в новом зале. Но это для нас некоторый полет, устремление другого. Мы посмотрели, и наши японские коллеги, это вот уникальное местное такое явление, редкое, правда, вот эти цветы ледяные. Кроме того, вот этот вот лед, зима, зимний Татарстан, зимнее озеро, для нас казалось, что это очень важно. Дальше, пожалуйста. Итак, мы понимаем, что зимой наш театр становится как бы частью природы. Это очень важно, что это контекст. Это театр – часть природы, который встает за этим озером. Следующий, пожалуйста. С другой стороны, летом вот эти стеклянные большие панели отражают небо, зелень, растворяясь в пейзаже. Дальше, пожалуйста. Чем ближе мы подходим, тем больше у нас становится, веет на нас теплом изнутри. Кроме того, тем не менее, вот эти вот стеклянные панели, как вы видите, соотносят, чуть скрывают от нас внутреннюю часть и наоборот отражают природу. Это такая некоторая медиум между природой и культурой. Далее. С другой стороны, мы, изучая вот какие-то национальные такие особенности, мы видим такую довольно определенную, острую, направленную, такую, геометричную в культуре, традицию в бытовой культуре Татарстана. Дальше, пожалуйста.
Поэтому это такой кристалл, для нас это образ кристалла, который отражает в себе весь окружающий мир. Дальше. С другой стороны, к нам кажется, что вот такая татарская традиция, жизнь Татарстана, характер народный, это такая устремленная, такая стрела несколько. Поэтому для нас стрела, устремленная вверх, это довольно важный был символ, который мы транслировали в театре. Далее. Ну и когда мы проходим все-таки ближе, когда мы видим эту штуку, наш театр в природе, то стеклянные большие панели отражают и растворяют в себе, растворяются в природе, не будучи такими острыми, агрессивными, не растворяются в небе. Дальше. Этот театр находится вот там, где на юге озера. Это очень важно, потому что город развивается на юг, это центр, развивается само озеро как центральная часть города. И как бы театр помогает, он сам становится новым очагом в развитии города Казани. Безусловно, он станет важнейшей частью развития на юг. Мы говорим о том, что вокруг этой территории уже сложился определенный кластер, количество культурных объектов, и мы надеемся, что наш театр объединит этот кластер вокруг себя и создаст нечто единое, такое единое культурное пространство в этом месте. Специализация этой части города будет культура. Дальше, пожалуйста. Мы говорим о том, что такой объект, конечно, деформирует город. Мы понимаем, что сейчас уберется отсюда, из этой зоны, грузовой транспорт с открытием кольцевой дороги. Мы понимаем, что у нас есть 2 метро в 10-минутной доступности. И вот этот новый микрорайон, конечно, он преобразуется, он станет более проницаемым. Все эти решения уже заложены в вашем градостроительном плане, в плане устойчивого развития города. Мы следуем за ним. Дальше. Эта часть, театр сверху, мы видим, что это часть рельефа, по сути дела, часть ландшафта. Мы максимально его вписываем. Есть у нас верхняя крыша, которая на 14 метров поднимается, оттуда мы видим море, то есть, извините, озеро. А еще мы связаны с тем променадом вдоль озера, который уже существует. И вот в левом нижнем углу мы видим плавучую сцену, на которой можно летом показывать спектакли. Это фестивальная площадка. Рядом есть амфитеатр, а можно обойти вокруг и посмотреть на эту сцену со всех сторон. Довольно логично и естественным образом театр спускается к озеру. Дальше. Но вот на этом слайде, мне кажется, довольно ясно показано то, что мы хотели, на самом деле, часто сказать. То есть такое выражение национального характера, такой довольно острый, жесткий снаружи и такой теплый, гостеприимный внутри. Мы всегда видим внутренний свет из-за этих панелей. Дальше, пожалуйста. Так выглядит вечером театр. Внутри зажигается весь свет, и он растворяется за счет крыши, панели в пространстве. Дальше, пожалуйста. Ну вот, вечером мы все больше видим внутреннюю часть театра. Такой жар культуры и творчества. Дальше. Но это такая партитура вечера, когда днем это такой кристалл, который отражает в себе природу, то вечером это такая уже другой кристалл, который светится изнутри, внутренней творческой энергии. Далее. Этот деревья, которые там растут, мы формируем дополнительный парк на заднем плане, а вот верхняя площадка, крыша, которая стоит на 14 метров, мы ее тоже
засаживаем древовидными кустарниками, растениями. В том числе это дает возможность нам избежать перегрева внутри. На эту крышу можно зайти по пандусам со всех сторон. Здесь важно, это внутренняя часть. Смотрите, верхний рисунок, это это фойе. Оно в одном уровне. Это большое фойе, абсолютно проницаемое. Там есть 3 входа. Одно из них со стороны озера. И с этой поверхности, абсолютно плоско, вы можете войти во все 4 основных зала. Нет никаких препятствий. В этой же зоне происходит много чего, не только спектакли. Здесь происходят читки, лекции, здесь кафе, здесь можно производить экскурсии, здесь можно проводить фестивали. По сути дела, мы проектируем театр, который будет открыт всегда, в любое время года, в любой час суток. Это открытый театр городу. Дальше, пожалуйста. Вот театр, мы показываем, как там действуют зрители. Слева, если вы видите, главный зал, он на 600 мест. Это идеальная для драматического театра вместимость. На 2-м и 3-м этаже вы видите, как на балконах могут выйти зрители. А вот опять же, если у нас 1-й этаж полностью отдан зрителям, и последний этаж на верхнем мы видим слайде, это терраса верхняя. На ней можно гулять, на ней можно смотреть на пейзажи, а еще там есть танцевальный зал, в который можно пользоваться как репетиционный зал и как некоторая танцевальная площадка, то есть такой открытый городу пространство. Там же располагается ресторан с видовой площадкой. А это очень важно для нас, потому что нам кажется, что в театре очень важно заботиться о труппе, о самой внутренней жизни театра, что не всегда, к сожалению, бывает, и на сегодняшний день довольно сложно устроено в старом театре. На 1-м этаже у нас загрузка, там есть все мастерские, необходимые театру, и все они, надо заметить, со светом, естественно, что важно. Там же главный репетиционный зал, который работает сразу на сцену. Следующий слайд, пожалуйста. Главная зона, это 3-й, вот если мы посмотрим на 3-й уровень, это главная зона, где происходит вся жизнь труппы. На 3-м этаже мы видим еще репетиционный зал 1, еще репетиционный зал для оркестра, а еще там есть гримерные, которые почти все а рядом есть переговорные, коворкинги. И это вся пространство может быть направлено не только на внутреннюю жизнь только этого театра, но вообще на театральную жизнь довольно насыщенную всего города. Здесь может собираться много чего вокруг театральной жизни, профессиональной театральной жизни. Между таким царством актеров и администрации происходит, есть поверху соединение, которое мы, кстати, видим из фойе. И надо сказать, что вот из этого 3-го этажа актеры могут попасть в любое место на лифте или по лестнице, в любой этаж, любой уровень всех 3 основных залов, что очень важно для театрального процесса. Вот, и поэтому это все связано. Вот на разрезе, я обращаю внимание на верхний разрез, весь театр сделан справа, вот у нас уровень улицы, и театр максимально находится в уровне улицы, он вообще нигде, вот его уровень этого театра, он нигде не меняется. По сути дела, это часть города. Город присвоил себе театр, а театр часть города. Там можно все любые маломобильные группы всегда пройдут. Это абсолютно проницаемое пространство. Вообще, надо сказать, мы говорим о том, что это театр нового типа, где есть проницаемость, где зрители могут пройти в любое место. Они отчасти видят процесс творческий, как ходят актеры, может быть, как двигаются декорации. Это такой открытый театр. С другой стороны, конечно, всегда в случае сложной репетиции можно в репетиционных залах закрыться. И человек проходит спокойно справа налево и переходит к озеру. Всегда он видит, это прозрачное место, переходит к озеру, и там есть, кстати, фестивальная площадка. Это абсолютно проницаемое, еще раз говорю, пространство. Новый тип театра. Дальше, пожалуйста.
Это входы, их таких 3. Это такой свободный проход внутрь, всегда открытый, где мы видим прозрачность. Следующее. Вот когда мы вошли, мы увидели внутренность, но вся внутренний декор, если снаружи это такое отражение действительности, то весь внутренний декор построен на традициях, национальных традициях и национальных узорах, на том, чего выработала долгая культура татар. А когда мы входим вот через этот вход, мы видим абсолютно свободное пространство. Вокруг каждого большого зала стоят такие чечевицы, все прозрачно, все пропускаемо. Это все, вот как мы видим, основные поверхности в таком национальном стиле сделаны. Но когда есть спектакль в одном из этих залов, то пространство за вот этими чечевицами становится полем контроля, потому что там располагаются вестибюли. Только во время спектакля это пространство перекрывается, оставляя все остальное открытым, светлым, проницаемым. Далее. Вот эти все внутренние такие перегородки, довольно сложные, все построены в национальном таком, по мотивам национальной культуры. Главный зал 600 метров. Мы сделали его основанным на балконе и стойках, максимально убрав стены визуально. Дальше, пожалуйста. 600 мест, извините, да, не 600 метров, 600 мест. Это очень оснащенный технический зал. С нами работает Аруб, театр Аруб, в смысле Аруб театр. Это большая инженерная компания, которая занимается передовым образом технологиями театральными. И мы видим, что у нас есть круглый зал, в основном, может, следующий слайд. Это дает возможность максимально приблизить людей к актеру и сделать не только общение актера и зала, но и зала как-то между собой, почувствовать единение. Следующий слайд, пожалуйста. Вот нам важно было посмотреть, чтобы этот зал был такого округлой формы, для того, чтобы максимально компактно соединить всех зрителей. Следующий зал – это зал универсальный. Он тоже основан на традициях национальных. Дальше, пожалуйста. Мы видим слева внизу, это такие сменные тканевые, декоративные панели, они одновременно звукопоглощающие, которые могут, как мы уже говорили, давать некоторый такой национальный характер. Или иначе, мы дальше посмотрим, зал может меняться бесконечным количеством образом, в том числе делать блэкбокс. Получается из него. Вот это вот основной такой... Нет, можно предыдущий. Это предыдущий, пожалуйста. Это такой как раз вот национальная часть. Открывается на улицу окно, и это такой дом. Это, по сути дела, такая метафора дома, куда люди приходят как домой. Дальше. Когда для того, чтобы облегчить режиссеру задачу, можем делать просто классический блэкбокс, самая востребованная театральная площадка современного театра, когда могут решаться формальные задачи. Это тоже в этом же зале. Дальше, пожалуйста. У нас есть еще один зал восточный, он круглый. Для нас важно было впустить туда максимальное количество природы. Он может освещаться как сверху, так и сбоку. Дальше, пожалуйста. Он тоже универсальный, он трансформируемый. Дальше, пожалуйста. Вот так. Это дневные спектакли, они проводятся при полном слиянии как бы с природой. Мы сверху имеем свет, мы выходим лицом на озеро, и здесь такой ринг, вокруг которого сидят зрители, это максимальное общение актера, того или иного музыканта и зрителей. Может быть так? Или, если это вечерний спектакль, следующий слайд, тогда это классический, практически круглый, очень уютный зал, где также люди общаются между собой, максимально близко взаимодействие актера и зрителя. Следующий, пожалуйста. У нас есть еще один зал, он очень маленький, он на 50 мест. Предыдущие были на 200 мест, два зала, которые располагаются прямо в фойе. Здесь могут проходить лекции, читки пьесы, дискуссии, да просто люди могут здесь быть. Но когда мы делаем камерный театр, там есть специальные такие, трансформируемые перегородки, которые выгораживают из зала, но одновременно вся инфраструктура универсального зала и этого зала действует на два объекта, это рационально. Дальше, пожалуйста.
Мы здесь говорим, что вот эти наши все сложно организованные пространства, это пространство можно сделать довольно простыми вещами. У нас нигде нет сложных панелей, это металлические панели с СОЕФ стеклом, которые под разными углами взаимодействуют. Сразу скажу, у нас было много вопросов, понятно, про снег и прочее. Вот такие довольно простые панели формируют пространство. ОФ-панели отражают ненужный нам ультрафиолет. Есть увелевое стекло, которое пропускает красно-инфракрасные лучи, но до этого оно заложится обратно, отразившись, уйти. И это тогда не дает перегреваться пространству. Следующий вопрос. То есть следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы показали, что мы довольно много говорили об устойчивом пространстве. То есть об устойчивой среде, об устойчивости сооружения, про экологию. Мы максимально сделали строение сооружений так, чтобы там было максимальное количество естественного воздухообмена и вентиляции. Конечно, он поддерживается искусственной вентиляцией, но в основе все-таки вот такая естественная природное обдувание. Мы защищаемся от излишнего перегрева растениями, там у нас есть некоторые водные поверхности. Таким образом, вообще это максимально экологическая по возможности для такого сложного инженерного сооружения вещь. Кроме того, кстати, в основе своей этого такого сложного, эффектного и несколько, на наш взгляд, в будущее устремленного сооружения, вообще-то стоечно-балочная конструкция металлическая, основные стойки, которые спрятаны в вот всяческих перегородках, а фермы, которые сверху, пространственные фермы, которые сверху перекрывают это сооружение, дают нам возможность сделать большепролетные места, там, где нет вообще опор. Там, где у нас есть залы, там, где у нас есть большой фойе. Таким образом, мы решаем задачу такого, как пространственного чуда. Вы нигде не видите опор, которые, как-то везде у нас некоторые летящие свободные пространства. Дальше, пожалуйста. И последний слайд мы говорим о том, что понятно, что такое, как я уже говорил, такое большое, многофункциональное, важное, насыщенное событиями сооружения меняет, конечно, ландшафт. Меняет культурный ландшафт города, перераспределяет его. Одновременно он меняет, поскольку он максимально вписан в природу, меняет ландшафт природный. По сути, он становится частью ландшафта природного. И, наконец, мы надеемся, что он как-то образует новую веху в развитии города, историческую, тем не менее перекликаясь вот с тем самым старым театром, который есть Камала, и это преемственное во всем, в этом большом, новом и устремленном в будущем сооружении, тем не менее, есть преемственность, которая важна и для города, и для труппы театра, и для нас, как авторов. Спасибо. Спасибо, Олег Аркадьевич, за прекрасное выступление и презентацию. На этом мы завершаем нашу презентацию и в завершении пресс-конференции продемонстрируем видеофильм об этом проекте, который был представлен вчера на жюри и который сегодня смогут увидеть все наши телезрители посредством YouTube, Facebook и других каналов трансляции. Благодарим вас. For us, the new theater should be a part of Kemal Theater's long history. It should have the spirit of Kemal Theater, so the theater will be passed on as a symbol and will not be forgotten.
Сильное впечатление, которое оставил на меня этот город, это сосуществование различных религий и культур. Новый театр Камала расположен на площадке рядом с озером Кабан, обращенный к классическому театру Камала. Богатая природа, озеро, имеющее разные лица в разные сезоны. Концепция нашего предложения в том, что преемственность со старым театром очень важна. История классического театра Камала, уникальная природа и климат, и самобытная татарская культура и традиция. Новый театр должен стать частью непрекращающейся истории театра Камала. Мы приняли решение сохранить классический треугольный фасад и в нашем облике интегрировать этот классический фасад в современное, проницаемое, гармоничное решение, что мы предлагаем. Одновременно новый театр является отражением всего окружения. Геометрия — результат уникальных заледеневших растений озера Кабана. Материальный фасад нашего отображает разные проявления, отражая и озеро, и лед, и небеса, и горожан в разные сезоны. Вот каким образом мы себе представляем это здание в окружающей среде, что здание восходит, встает из земли естественным образом, интегрируется в природу и постепенно знакомит, приглашает посетителей в театр. Театр сам по себе он является парком. Вот базовая структура, объединяя в лобби 3 разных зала, используем отражающие традиционные татарские узоры, отображающие богатство искусства, культуры татарского народа. Начнем с большого зала. Впечатление от помещения определяется полукруглыми балконами и колоннадами, традиционным татарское и мусульманское пространство аудитории, чтобы она чувствовала, что они окружают эту сцену вместе и вместе проживают этот опыт. В случае универсального зала, на наш взгляд, это функциональное пространство. Тут мы были вдохновлены фактурой традиционных татарских тканей и узорами. Они свисают с потолка и создают комфортную и в то же самое время энергичную атмосферу традиционного татарского дома. В то же самое время универсальный зал — это простой блэкбокс, но и все внимание тут привлечено на выступления. А в случае круглого зала мы абсолютно согласны с тем, что нам необходимо создать единение духа, природа и реальность. Тут мы соединяем помещение с окружающей средой, стараясь отразить природу на сцене. Таким образом сохраняются, собираются все компоненты культуры, отображаются в архитектуре. Концепция наша вдохновлена классическим театром Камала, существующим, и окружающими элементами. Стремимся мы создать уникальное пространство специально для жителей Казани, носителей прекрасной истории этой земли.